Исполняется нашему музею 103 года. И вот поэтому я предлагаю вам совершить небольшой экскурс в историю. Внимание на экран. Максим, свет выключи, пожалуйста. Мгм. Вот примерно так образовался наш музей. Итак, 103 года, и уже 28 раз мы проводим краеведческие чтения. Это наш научный потенциал. Мы его демонстрируем и набираемся опыта у людей, у наших гостей. Позвольте открыть наши ежегодные 28-е краеведческие чтения и предоставить слово. Все гости у нас приехали. Хорошо. И предоставить слово Николаю Александровичу Трошину, доктору исторических наук, профессору, старшему научному сотруднику Елецкого государственного университета имени Бунина, междисциплинарные исследования Мордовского могильника конца 17-го, второй половины 18 века у села Левжа Рузаевского района Мордовии в 2021 году. Предварительные результаты. Об этом мы, пожалуйста, послушаем с удовольствием. Совершенно неожиданно для меня и первым оказаться сегодня, и впервые здесь, в этих стенах. Вообще-то я не хотел ехать в Мордовию, когда речь шла о предстоящих раскопках. Я знал, что Мордовию копать очень сложно. 20 лет я руководил кафедрой в своем Елецком университете, растили кадры, но пришло время оптимизации, многое поменялось. Не знаю, к лучшему, к худшему, но, по крайней мере, приходится ездить теперь в рамках выполнения хоздоговорных работ по разным уголкам нашей страны и видеть многое. То есть в этом смысле стремительно обогащаешь свой взор через полевые раскопки в разных регионах европейской части России. И вот в Лебже мы оказались, собственно говоря, можно сказать, что в силу хоздоговорных работ, необходимости выполнения хоздоговорных работ. Вот. Я был один из участников, собственно говоря, один из тех, кто вел научную составляющую во время раскопок Лебжи, но далеко не единственный. У нас летом работала большая сплоченная организованная команда 2,5 месяца. А камеральная обработка лебжинского материала продолжается в настоящее время и будет продолжаться в лучшем случае до лета. Объект археологического наследия грунтовый могильник Левжа находится в Рузаевском районе Республики Мордовия в 1 километре от северо-западной окраины села Левжа. Он был выявлен весной 2021 года разведкой вашего
мордовского археолога молодого Юры Григорьева. Им установлено, что центральная часть грунтового могильника на площади не менее в 3000 квадратных метров разрушена и попала в створ строящейся автомобильной дороги в обход Рузаевка. Раскопки наши производились летом. Памятник расположен на... Пока не надо крутить. Памятник расположен на пологой мысовидной первой надпойменной террасе правого берега реки Сетеляй. Высота площадки террасы 5-7 метров над уровнем подтопляемой грунтовыми водными поймой. Площадка вытянута по оси запада-восток. С юга и севера она ограничена ручьями, русло которых заболочено. У местных жителей, общаясь с беженцами, это пространство, не буквально этот мысочек, терраска, а вот это пространство в пределах вот плюс-минус 300 метров называется Калмаляй испокон веков. Стрелка мыса полого понижается в пойму, западная часть террасы выходит на плато. Площадка памятника до начала строительства дороги была задернована и использовалась под сенокос. Размеры объекта археологического наследия чуть более 5000 квадратных метров, согласно установленной разведкой данными. Площадь раскопок составила чуть более 3000 квадратных метров, то есть немногим более половины памятника. Стратиграфия памятника. До начала строительных работ поверхность памятника была покрыта плотным сформировавшимся дерном, типичным для луговой растительности. Под ним залегал темный слой чернозема мощностью 40-60 сантиметров. Вниже к заболоченному участку мощность слоя возрастала до 1 метра. Верхний горизонт чернозема отличался комковатой структурой, рыхлостью. Согласно анализам приглашенной Александрой Амбольевной Гольевой, доктора географических наук, известнейшего российского почвоведа, такая структура, комковатая структура, объясняется старой распашкой поверхности памятника. Ниже чернозема находился подматериковый суглинок желтого цвета мощностью 20-40 сантиметров. Материком являлась плотная глина, желтая глина с исключением песка. К моменту наших работ значительная часть памятника, то, что попало в створ автомобильной дороги, она была срыта, верхняя часть срыта строительной техникой. Не повезло больше всего участкам, более низким участкам. Речь идет о террасе. Там техника сделала уступы. То есть данные пороговидные уступы – это результат работы землеройной техники. И там ущерб был значительный. Когда мы прибыли и собирали кости, депаспортизированные, фрагментированные, для того, чтобы потом и в дальнейшем их перезахоронили. Это переотложенное состояние кости антропологии, поскольку она не подвергалась изучению. То есть поверхность была серьезно нарушена. Конечно же, не до беспредела. Все-таки значительная часть погребений сохранилась. Не повезло, как мы предполагаем, судя уже по результатам изучения, прежде всего детским погребениям. Детские погребения, они были не так уж глубоко заглублены, их могилы. И действительно, на поверхности было множество мелких костей. Крупных костей так особенно в значительном количестве не помню. А мелкие кости были, в общем, на поверхности в изобилии. Наш метод раскопа начинался с того, что мы поделили площадь на участки, эти желтые квадраты. Квадрат один – это 10 на 10 метров. И согласно таким участкам последовательно мы проводили раскопки по периметру, поскольку земля шла на выброс. Мы шли по периметру, постепенно приближаясь к центральной части площадки раскопа. Дальше.
В результате проведенных раскопок изучено 590 погребений, насчитывающих 645 костяков. Да, в наших условиях в экспедиции работал антрополог, ныне аспирант Института антропологии и этнологии Академии наук, гражданка Киргизии, которую мы просто называли Тоси. И вот Тося проводила вот эти предварительные антропологические работы непосредственно перед тем, как кости будут вынуты из могилы. Предварительный отчет ею составлен. 26% мужские костяки, 29% женские костяки, 45% детских и в этом составе небольшое количество подростковых костяков. Ну, вот такой расклад изобилия детских захоронений, раскопанных, не нарушенных, а вот которые были раскопаны научно, вот, действительно составляет грандиозное количество, которое не вызывает особых удивлений ввиду высокой смертности среди детского возраста. В 25 погребениях небольших, явно детских, кости не сохранились. Возможно говорить о планировке могильника, вот даже глядя на этот план раскопанного участка. Каждое погребение получало свой номер. По центральной оси явно фиксируется полоса без могил шириной до 2 метров, что мы интерпретируем как дорога по самой возвышенной части этой террасы, которая, в общем, была застроена могилами. И на пределах раскопа мы видим, пускай условно, но тем не менее можно говорить об участках концентрации в пределах определенных участков, ну, так скажем, в пределах всей площади. Вот. Данные участки концентрации можно предполагать, что это родовые участки погребенных. А внутри такого каждого участка встречаются разнополые детские захоронения, что, в общем, тоже мы говорим о том, что, в общем, это семейно-родовые участки. Следующая картинка. Ну, в данном случае квадрокоптер показывает нам масштаб работ. Вот, начало, ну, собственно говоря, уже, в общем, начало, нет, зенит работ наших, когда мы вот периметр уже охватили, в стволе дороги находимся, а дорожники ждут, когда мы, в общем, сдадим этот участок дальше. Вот пример семейных захоронений. Внизу мы видим мужское и женское погребение, между ними подростковое погребение. Я выбрал образцы. Крайне слева мы видим два нижних погребения, мужское и женское. Женское, как правило, слева от мужчины расположено, а вверху положен гроб на мужское погребение. То есть уже вторичное погребение в одну и ту же яму. Вот. И фотография справа нам показывает наличие детского погребения рядышком с мужским и женским. И это типичная картина. Вот, семейные участки, локальные участки. Дальше. Могильные ямы на участках, где не был разрушен дерн, это были участки западные и восточные края раскопа. Вот. Фактически могильные ямы мы фиксировали в первых и во вторых пластах культурного слоя. Вот на верхней левой фотографии после зачистки первого пласта слоя на фоне чернозема мы видим пятна, контуры, глинистые пятна. Фактически уже мы можем предполагать и прогнозировать количество, хотя это не точные данные будут для первого пласта. После зачистки первого пласта эти данные статистически значительно уточняются, погребений еще больше появляется. Вот примерно в среднем вот такой площади, квадрат 10 на 10 метров, 15-20 погребений. То есть высочайшая, высокая плотность хранений. На фоне желтой глины заполнение ям выглядело в виде
виде перемеса глины с черноземом, либо чисто глинистое заполнение, которое фактически лишь с трудом мы видели, ну, уже привыкли и видели на фоне материка, либо чисто черным грунтом. А также весьма были заметные участки, когда шло перекрытие одной могилы другой. Дальше. В полевых условиях мы нумеровали погребение. Эти номерки прикреплялись. Благодаря этому мы ориентировались, не путались в погребениях, поскольку раскрыт пятна погребений могли находиться в течение 2 недель в таком открытом виде, пока подойдет до них очередь изучения. Вот. Дальше. Интересным явлением, правда, недостаточно сохранившимся, являются гробы в погребениях. Все гробы изготовлялись из дуба. Это определение нам сделали Сандра Амурина-Гольева. Вот. Фактически как-то мне трудно в это вериться, потому что дуб в наших условиях черноземья сохраняется в ином формате. Здесь он был весьма в рыхлом таком состоянии, не похожем на дуб наш черноземный, но тем не менее анализ показал, все гробы изготовлены из дуба. Это дубовые доски, либо дубовые плахи. Под плахами я понимаю продольно распиленное бревно, часть бревна, не обязательно пополам, с учетом длины гроба. Абсолютно все гробы сделаны без гвоздей. Абсолютно все. Во многих погребениях визуально гробов не видно. И долгое время мы, может быть, конечно, это как ошибка, такая версия, мы предполагали, что могли хоронить в саванах. В смысле, без гробов, по крайней мере, без гробов. Но в ходе раскопок, когда уже масштабы росли, вышли мы уже на очередную 100 погребений, мы поняли, что гробы не во всех ямах сохранялись. Те могилы, которые повторно вскрывались до захоронений, там, как правило, гробы сохранялись в лучшем случае в виде легкого тлена. Вот. Также это могло касаться и достаточно тонких гробиков, необъемных гробиков для детских погребений. Детские погребения были тоже в гробах, но, повторюсь, редко эти гробы читались достаточно четко. Но примерно 10 в 10 могилах мы получили хорошие образцы хорошей сохранности, достойные для научного такого изучения, несмотря на печальную тему. В данном случае мы видим, вот пример сохранности гроба и отсутствия гроба визуально. На левой фотографии захоронение более позднее с гробом, слева мужское более раннее. То есть, когда повреждается структура покрытия, в общем, это происходит разложение потом весьма-весьма интенсивно. Либо наоборот, мужчину похоронили позже к женщине, справа от нее, женщина лежит слева. И казалось бы, но тем не менее, только этим можно объяснить такие диаметрально разная сохранность гробов. Дальше. Какие-то, повторюсь, гробы сохранились великолепно. К примеру, номер 153, погребение 499, таких будет с десяток. Мы их в полевых условиях так пытались изучать. Собственно говоря, изучали как могли. Еще, конечно, будем в дальнейшем. Да, хочу сказать, что делалась ортофото, фиксация на
Каждое погребение фиксировалось, как это называется, тарелка-то выскочила из головы. Я не технарь. С прибором, прибор-то этот. Нет. Нивелир, который теодолит универсальный. А? Тахиометр, да, выскочил. Тахиометром, то есть была комплексная такая фиксация. Не я фиксировал, поэтому, хотя сама постоянная прибор был на раскопе. И происходила фиксация на фотографию в разных ракурсах для дальнейшего построения модели, особенно тех погребений, которые действительно хорошей сохранности. К вопросу о том, что мы видели, мы пришли в полевых условиях к выводу, что гробовая доска состояла из цельного дерева, то, что мы заметили. Очень долго пытались понять дно гроба из двух досок, либо из одной, но все-таки не пришли к убеждению полному, но все-таки складывается впечатление. Это не могу утверждать, что это все-таки тоже одна доска. Вот, дальше. Вот в данном случае одно из детских погребений мы видим здесь. Это вот указка, да? Точку мне бы вот. Ага, да. Ой. Вот данный участок мы видим пропил в доске. Это паз. В этот паз вставлялась боковая доска. Боковые доски, их было две доски. Делался пропил в нижний, и пазлом вставлялась боковая доска. Ну, как правило, одна из стен боковых у изголовья была чуть-чуть пошире, что, в общем, естественно, вот, в ногах поуже. Вот это было установлено для нескольких захоронений достаточно объективно. Здесь мы видим ширину досок 6 сантиметров. Если речь идет о доске, а не о плахе. Толщина плахи достигала 14 сантиметров, 17 сантиметров. В том случае, когда плахи делались из боковые стенки. Не говорим, это колода все-таки. Вот это как бы не цельный гробовин. Дальше. Попытались предпринять реконструкцию. Как раз вот здесь видно объективно, вот как вставлялась боковая стенка в систему вырезов пазов. Зафиксировали, что вот стенки и дно гроба выходят вот таким образом за поперечную стенку. Объяснить мы это не можем. Вот, то ли это деформация дерева произошла, но это стабильно вот в тех погребениях, где сохранился гроб, вот такие вот выступы. Но назначение их объяснить мы не можем. Но, повторюсь, вот объективно мы зафиксировали достаточно надежно вот, значит, две доски и вот такую поперечину. Дальше. Ямы погребальных сооружений ориентированы по линии север-юг, реже с незначительным отклонением. Захоронения на северном склоне террасы выделены красным цветом, головой ориентированы на юг, ногами к ручью. Захоронения на южном склоне террасы зеленым цветом выделены, ориентированы головой на север, ногами к ручью. То есть в пределах могильника мы видим разное положение ориентировки по головой. Вот. Но опять же в этой ориентировке объединяющим является ногами к воде, ногами к ручью. Ну вот в ходе наших
раскопок в ходе наших теоретических дискуссий возникли две точки зрения. Либо действительно идет здесь речь о Мокше и об Эрзе, о двух участках кладбища, либо здесь, как говорится, фактор водной стихии является определяющим для этих погребенных. Общаясь с известной исследовательницей Прокиной, автором книги, мы услышали от нее следующее, что среди украшений, найденных, она видела это украшение, приезжала неоднократно, много эрзянских. Может быть, действительно, разная датировка погребенных, она и, может быть, и связана действительно с делением кладбища на два таких макроучастка по этнографическому признаку. Умершие лежат в вытянутом положении, руки, как правило, находятся в области таза. При совершении обряда подзахоронения останки умерших теряли свое первоначальное анатомическое положение. Очень часто встречаются при отложенных погребениях кости как результат деятельности грызунов. В 3 случаях зафиксировано, когда локоть подзахороненной к мужчине женщины лежала на груди мужчины. Как правило, в 10 случаях примерно, когда их черепа, глазницы глядели друг на друга. Как правило, женский костяк располагался слева от мужского. Почти 100%. В могильную яму или рядом с ней, в район ног умершего, вкапывался деревянный столб. Могильный знак. Почти все могилы инвентарные. Дальше. Примеры захоронений парных, мужских и женских. Фактически все женские погребения, сейчас несколько слов о находках, буквально несколько слов, поскольку в этом я не силен, но их действительно множество. Вообще, если так перевести их в астрономическую цифру, более 100 тысяч, в диапазоне от 100 до 150 тысяч единиц индивидуальных находок. И в ходе раскопок мы делили расположение находок, украшений, предметов быта в области груди, если речь шла о женском украшении, нагрудное украшение, украшение головы, украшение рук. По таким делениям и по таким категориям шла фиксация и сбор, выемка материала. Женские погребения, очень много погребений насыщены находками, как одиночные женские, так и парные погребения. Дальше. Это, пожалуй, самое, не единственное, примерно с десяток будет близких к этому погребению, можно так сказать, левжинские красавицы. Чрезвычайно насыщенные среди женских украшений. Это раковина каури, бусы. Это самый многочисленнейший вид находок. И подобная сохранность, расположение, собственно говоря, дает основание к реконструкции мордовского костюма периода пиков последних десятилетий язычества. Могильник, он датируется, согласно нумизматике, 90-е годы 17 века до 1740 года. Последняя массовая монета чеканка 1737 года, а самый последний, который мы пока еще разглядели, мы еще не все разглядели, но в принципе эта картина близка к 100%, 48 года. То есть в данном случае речь идет, может быть, о единичных уже подзахоронениях, уже в закрытой, сложившейся, сформировавшейся могильник последней языческой мордовой левши. Дальше. При самом близком рассмотрении, как выглядят эти, в полевых условиях расчищенные комплексы нагрудных украшений. Бисер, сюльгама,
монетовидные привески, жетоны, чешуйки. У нас еще предстоит большая работа по выяснению, когда же формировался этот комплекс нагрудных украшений. Но первичный такой обзор чешуек, самый предварительный, такой эскизный, показывает, что вот самые ранние монеты Михаила Федоровича изобилуют в этих нагрудных украшениях. То есть это тоже очень, когда будет проведена полная работа с сохранившимися комплексными нагрудных украшений, мы можем говорить о том, когда вот сформировался данный наряд и вот доживший до середины XVIII века. Дальше. Это как раз вот о методике, о комплексности работ. Погребение, на начальном этапе мы чертили погребение с такой мелкой сеточкой 20 на 20 сантиметров, потом проходила фотофиксация на планшет и опись, нумерация каждой находки поштучно. Находки снимались по слоям, поскольку на одном горизонте исследования мы видим одно, снимая 2 сантиметра, мы можем видеть уже другое. То есть разные уровни фиксации индивидуальных находок в системе комплексов. На фотографии слева мы видим малый наш объект. Слово выскочило, забыл. Что мы делали-то? Монолит, да. Вот для того, чтобы в нормальных человеческих условиях разобраться с шедеврами нагрудных украшений особенно, было принято решение монолитом вырезать части человеческого скелета, грудную клетку. И это мы переносили в лабораторные условия, и шла послойная детальная разборка. Дело в том, что кроме находок сохранялись в неплохом состоянии ткани. И с нами работал реставратор, порекомендованный нам Асей Галатовой из города Гусь Хрустальный. И, в общем, мы сделали более 10 монолитов. Среди них это, пожалуй, один из маленьких, а так есть и монолиты весьма-весьма покрупней. И разборка их до сих пор продолжается, они увезены в Липецк, и там они продолжают системно изучаться, консервироваться, ткани в том числе. Дальше. И хотелось бы под финал показать такие наиболее типичные находки, массовые находки с погребений Левжинской мордвы. Те находки типичные для во времени конца 17-го, 1-3 18 века. В мужских погребениях, как правило, нож, кресало железное, кресало кремневое. Пряжки на обуви встречаются не часто, но есть в мужских погребениях. Признаком богатства, когда нас посещали местные жители, спрашивали, золото есть, но, естественно, мы всегда будем говорить, что золота нет. Золота и не было. Но признаком богатства являлись лишь в 2 случаях погребенные семейная пара, подковки, обувь. Обувь, то есть не лапти, а в смысле сапоги. Пожалуй, это было признаком такого достоинства, выделялись они. И в нескольких случаях, единичных случаях, мы видели серебряные сюльгамы. Дальше. Кристаллы разных видов, в данном случае игла. Бусинки единичные в мужских погребениях, они располагались, как раз выполняли функцию пуговиц. Располагались в отворотах рубашки, то есть явно их расположение не связано с украшением. Это было видно при расчистке. Дальше. Продолжается тематика кристаллов. В некоторых погребениях мы видели перстни, пару десятков их, в общем, известно. Перстни хорошей сохранности и могут составить отдельный разговор специалистов, для специалистов. Дальше. Женские погребения, это как раз комплекс нагрудных украшений.
Да, там же в полевых условиях в лаборатории художники рисовали эти находки, поскольку мы тут же фактически моделировали и технический отчет, необходимый для сдачи дорожникам. То есть в день, когда мы закончили раскопки, на следующий день, ну, может быть, через день отчет был им сдан. Вот в таком темпе работали мы дальше. Это уже, ну, другой вариант нагрудного украшения и его прорисовка дальше. Типичным для женских погребений является полукерь. Фактически для каждого женского погребения, в каждом женском погребении она видна. И тут уж, как говорится, не будучи антропологом, надувая щеки, можно было говорить, что это женщина. И помимо полукерь, естественно, была масса украшений в большом количестве, либо в мега большом количестве украшений. Примерно 2 десятка полукерий в очень хорошем состоянии мы взяли, они сохранились. На одной из полукерей при разборке расчистки реставратором по внутренней поверхности были в одном лишь случае зафиксированы знаки. 4 каких-то очень мордовских знака. Здесь я их не воспроизвожу, они, да, фотографии, там мы ничего не сделали. Дальше. Ну, пожалуй, все. То есть вот сохранность раскопанного могильника такова, что она дает действительно возможность интересную картину для реконструкции мордовского костюма в интересный своеобразный период истории Мордовии. Мы знаем многое о древней Мордве первого тысячелетия, начала второго тысячелетия нашей эры. Знаем многое благодаря этнографии о Мордве 19-го, рубежа 19-20 веков. И вот данный как раз хронологический срез является тем мостиком, соединяющим вот определенную эпоху ее язычества, ее вхождение уже в новое время. Спасибо. Николай Александрович, ну вас не знаю. Теперь вот вы сказали, что вы не хотели ехать в Мордовию. Я надеюсь, вас не разочаровали вот эти работы на территории нашей республики. Нет, ни в коем случае. Нет, что вы. Погода прекрасная, коллектив замечательный, Саранский впервые. Все это впервые, а когда все впервые, это все здорово. Это как возвращение в юность ранее. Спасибо. Хорошо, вовремя у нас успели наши пензенские коллеги. Они у нас выступают регулярно. И я с удовольствием предоставляю слово Владимиру Ивановичу Первушкину, доктору исторических наук, профессору, проректору по научной работе Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Институт регионального развития Пензенской области. Его доклад «Первый съезд краеведов Пензенской области. Проблемы и перспективы». Пожалуйста, Владимир Иванович. Я как будто не уезжал вот тут. Как-то здесь приезжаю я всегда с большой радостью. Но сегодня мы опоздали просто. Техника, она может и подвести, поэтому не всегда все от нас зависит. И я хотел бы прежде всего поблагодарить организаторов конференции. Вот эта конференция, она, конечно, для нас является одной из таких, я бы такой сказал, археологического реперовых конференций, по которой можно равняться и вместе работать и сотрудничать. И когда я готовился, я сначала думал, расскажу я про наш один съезд краеведов. Он будет у меня немножко не в унисон археологии, да, это будет совершенно другое. Я здесь вот буду конкретно говорить только по краеведению, потому что археология тоже это краеведение, но это своеобразная часть краеведения. Поэтому я вот сейчас как раз лирическое отступление посмотрел, могильник 17 века,
вот Увлев же раскопали, да, это великолепно, здорово такой, вот. И я помню, тоже мы начинали, у нас, по-моему, 30 или 40 погребений до 18 века вскрывали на Усть-Узе, там их тоже у нас много. Причем мне стало обидно, мы не довскрывали 17 век, а 100 метров, потом уже при разведке проводили, это уже было 2-3 века. То есть один из уникальных, куда Гришаков, ныне покойный, ездил и копал его, потому что это уже у нас их всего по пальцам пересчитаем, 2-3 веков. Вот. Но это лирические отступления, потому что все-таки археология, она мне близка, столько лет посвящено археологии было работы в Мордовии, в частности, Ильниковский район, Краснослободский район, где приходилось работать, ну и в Пензенской области. И вот что я теперь возвращаюсь на грешную землю и рассказываю про краеведение. У нас, значит, возникла новая такая вот идея провести съезд краеведов. Это не конференция, я хочу сразу дать пояснение, потому что скажу, ну, конференции сколько там было? Да, конференции были, а это именно съезд краеведов. И мы провели первый съезд краеведов. Чем отличается от конференции? Чтобы сразу было понятно, мы конференция. На съезде краеведов у нас не было докладов, вот я сегодня здесь, вот у меня, я открыл вот это. Мы говорили только о краеведческих проблемах, какие у нас есть проблемы, что нам и пути решения этих проблем. Потому что краеведение у нас отнюдь развивается не так, как хотелось бы. И второе, я еще тут сюжет затрону, сразу скажу, потому что я вхожу в бюро Совета Союза краеведов России, и была в Омске конференция, Омская, всероссийские краеведческие чтения. Мы туда от бюро летали. Я расскажу, что там решалось тоже, потому что это касается, в общем-то, всех краеведов России. И вот говорят, что участники съезда отметили. Он у нас состоялся 9 октября 2021 года. Ну, я сразу хочу сказать, чтобы не кривить душой, почему такое могло произойти, да, и от чего это произошло. От того, что у нас новый губернатор, и он историк. И мы с ним вместе работали. Поэтому съезд краеведов можно было проводить. До этого нас никто не слышал, потому что это было для них что-то такое, как это вот, рассказать, что на Луну я слетаю, что я съезд краеведов проведу. А этот человек понимает, вот мы провели съезд краеведов, да, и что я хотел бы сказать. Все единодушно отметили, что вот у нас какая проблема, что серьезной проблемой является у нас мало молодежи в краеведческом движении. Очень мало молодежи. Ну и поэтому, ну, когда разговаривали, пришли к выводу, что, это я уже из резолюции зачитываю, то есть пришли к выводу, что надо менять форму работы. А какая форма работы менять с молодежью, да? Где сейчас у нас молодежь? В соцсетях. То есть нам надо активнее осваивать соцсети, чтобы там было не то, что вот они набирают в соцсетях все, что угодно, и наш материал был. То есть активно надо усваивать. У нас IT-центр создан при Институте регионального развития, вот, чтобы туда это вводить, чтобы, может быть, ВКонтакте, в Инстаграм, чтобы они могли увидеть то, что у нас есть. Иначе вот мы будем видеть вот так, только молодежь нам поможет, и до свидания. Но это вот один из вариантов. Поэтому, я думаю, хотел с вами, коллеги, поделиться. По-моему, это такой вот вариант, который все понимают. Вот. Потом, что я еще сказал, вот как нам популяризировать краеведение? Нужно популяризировать, чтобы это было, как говорят, модно, да, чтобы хайп поймать было можно, да? Почему? Потому что это должно видеть. И при разговоре на съезде краеведов мы говорили, смотрите, у нас есть в Пензе аллея, Олимпийская аллея, да, спортсменов. Здорово? Конечно, здорово. Сделали учительскую аллею. Здорово? Конечно, здорово. А почему мне не быть аллеей краеведов? Тем более их много. Есть фотографии, они сохранились в фондах. Брать их вот те, которые сохранились на начало 20 века и до сегодняшнего дня. Ну, слава богу, нас поддержали, опять я хочу сказать. Сейчас мы подыскиваем место для аллеи краеведов. То есть где-то она в Пензе будет, и это будет тоже такой наглядный популяризаторский момент. Потом что? Я вот еще что хочу сказать, что я потом остановлюсь, вы поймете, почему. Вот на съезде решили создать
экспертный совет по изданию краеведческой литературы Пензенской области. Почему? Я потом буду говорить, что вот, в общем-то, то, что выходит, пока это не цензура, потому что на свои деньги вы можете издавать все, что хотите. Но у нас есть госзадание, и мы за госсчет издаем. И иногда, дорогие друзья, мы такое издаем, что лучше бы мы этого не издавали, и было бы гораздо больше пользы, если бы мы этого не издали. Это было гораздо больше пользы, чем мы вот это издали, вывалили, заплатили миллионы, а результат отрицательный. Вот поэтому такой экспертный совет создается. У нас возглавит экспертный совет первый заместитель председателя правительства Пензенской области, и уже мы туда будем входить. По крайней мере, то, что на госзадание, за госсчет издается, чтобы мы могли сначала специалисты. Это не только мы, вот экспертный совет будет смотреть, мы привлекаем специалистов в этой отрасли, чтобы человек почитал. Мы можем привлечь и из Мордовии, откуда угодно, если есть люди, да. Почему нет? Пусть они дадут свою оценку. Ну а уж потом, чтобы размещать. И еще что. Вот мы предложили на съезде провести на следующий год 27-28 мая 2022 года всероссийские краеведческие чтения. Они будут посвящены столетию Сигурда Шмидта. Ему будет как раз 100 лет. Он в апреле родился, а умер он в мае. Значит, вот 100 лет со дня рождения Шмидта. До этого в Москве проводили. Но у нас сейчас так получилось, я еще раз вот просто введу небольшое, так сказать, чтобы было понятно. Когда Москва отказалась быть во главе Союза краеведов России, там был Владимир Федорович Козлов, а до этого был Шмидт Сигурд Оттович, и Москва как-то она, ну я такое не литературное слово скажу, слилась потихонечку. И теперь они только занимаются Москвой, Московской областью, почему-то Крым еще им нравится. Там, ну, Крым я понимаю, почему нравится, это не Мордовия, не Пензенская область, там интереснее гораздо. Вот. И вот было решено создать бюро, я вам не случайно хотел сказать, Союза краеведов России из 5 человек, а всего совет 28 человек. И вот бюро теперь мы каждый год кочует председатель Союза краеведов России. Вот сейчас он до мая он находится в Омске. Вот почему Омск проводил. До этого был Воронеж, а в мае будет Пенза. То есть передадут этот факел Пензе, после Пензы будет Владимир. И вот у нас вот такой, хотя это, конечно, с моей точки зрения безобразие, ну, как есть, так и есть. Но для того, чтобы провести эту конференцию, как я вам говорил, под это надо завести деньги. Поэтому здесь опять хочу сказать, что вот после резолюции поступило поручение, уже подписано поручение губернатором, что выделить средства на проведение этой конференции. То есть она будет. И, конечно, я не просто так вам рассказываю. Я уж вот надеюсь, что самые близкие нам соседи, они-то уж приедут к нам. Да, уж вы уж постарайтесь. Конечно, мы информационные письма разошлем, прочее. Вы обязательно, мы думаем, что вы будете обязательно. То есть мы уже вас включаем в тот список, что отказ он здесь никак не сработает. Да. Вот. Ну и я вам уже привозил и дарил свой журнал «Пензенское краеведение». Сейчас просто у меня уже не вышло, у меня сил просто нет было еще один журнал привезти, его издать. Но, наконец, он многострадально, его ввели в госзадание, теперь Институт регионального развития, он теперь у нас на бюджете. Теперь можно мне не волноваться, деньги не искать, как я раньше бегал, дайте мне денег, ну, дайте, ну, хороший журнал, да, дайте. Так, а сейчас нет, все уже будет в госзадании. Вот. Также у нас вот интересная мысль, которую мы тоже транслировали, была. Вот такой проект мы хотим создать. Пока мы этот проект обдумываем, концепцию, это концепция телевизионного документального проекта, посвященного Пензенскому краеведению. То есть вот аллея и документальное, чтобы было, чтобы у нас это все было, чтобы есть что показывать. В Инстаграме везде, не меня же показывать, а нужно фильм смотреть. Дальше, значит, ну вот, может быть, для Мордовии этот пункт не актуальный, но я вам все равно скажу, потому что в Мордовии все-таки академические труды истории Мордовии выходил. Там первый, насколько, если мне память не изменяет, это 55-й год был двухтомник, потом трехтомник. У нас этого не было. И поэтому вот мы приступаем к проекту с 22 года «История Пензенского края с древнейших времен до наших дней» в 3 томах. То есть это академическое издание. Это не сборник статей, ничего. То есть нормальное академическое издание, которого у нас не было. Теперь мы вот к этому приступаем. Я очень рад. Вот. Потом, значит, в 22 году нам тоже дали
пилотный проект разработать по созданию детского краеведческого журнала. Пока мы думаем, вот дети будут писать или детям писать нужно. Вот пока идут споры у нас. Кто? Мы им пишем или они будут сами писать? Поэтому как вот что из себя будет представлять, что это вырастет, не знаю. Потому что путеводитель, который я вам показывал, видели, да, детский, это мы писали, взрослые. Дети с удовольствием читают, он красивый, нормальный, с QR-кодами, где можно посмотреть, полетать над городом. То есть вот это им нравилось. Ну, тут разные мысли. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, мы с вами поделимся. Если что-то вырастет такое нормальное. Если плохое, мы вам и говорить не будем тогда. Вот. И вот этот съезд, вы уже сейчас вот посмотрели, это сколько уже поручений дал губернатор, да, на 22 год. Поэтому тут работать и очень много можно. И поэтому я перехожу к следующей, которая не была заявлена, это Всероссийская научно-практическая конференция «Шестые ядринские чтения». Поясняю, почему они ядринские чтения в Омске проходили. Потому что у них известнейший краевед, сибиревед, Ядринцев был ему посвящен, и решили, что ну, а зачем это ломать, у них это отработано, и почему всероссийские не провести чтения. И вот эти чтения проходили 28-30 октября 2021 года, и они были приурочены еще к 200-летию Омской области. Вот я сейчас специально себе записал, думаю, не дай бог забуду, это вот для музейщиков. Вот инициатором и кто проводил эти чтения был музей. Омский историко-краеведческий музей, который возглавляет мой личный друг Петр Петрович Вибе. Вот. То есть музей на себя все это взял. Эту организацию, конечно, это огромная работа, я вам честно хочу сказать, проводить. Вот здесь Александр Анатольевич, сотрудник, там, директор у нас истории изучения Пензенского края, уже знает, что к маю мы начнем готовиться в декабре, чтобы в мае все прошло. Потому что иначе мы не протащим все это дело. Вот. И сегодня, вот давайте вы со мной согласитесь, что мало есть музеев, которые смогли бы организовать такие чтения. Не из-за того, что в музее люди такие, а из-за того, что денег у них просто нет. Музеи у нас, они в нищете находятся, то есть там какие средства выделяются, это для музеев нет ничего. Вот. Но, возвращаясь опять, тема конференции была выбрана весьма актуальная. Образы прошлого в публичном пространстве. Проблема репрезентации исторических знаний. Ну, я хочу сразу сказать, что конференция она состоялась, там приняли участие 123 человека, 16 докторов наук было, 32 кандидата, 49 докладов, это я уже оттуда взял. Вот география, ну раз это Омск, это все-таки сибиряки, да, потому что Сибирь к нам, как они говорят, мы в центральную Россию, они редко приезжают. Ну, были там в основном Абакан, Барнаул, Курган, Новосибирск. И из центральной России приезжали, представляли Великие Луки, Владимир, Воронеж, Пенза и Самара. То есть вот мы туда прилетели, конечно. Я сейчас думаю, зачем это я делал, потому что 3 часа в самолете лететь без масок. Это хорошо, что была прививка. Если бы не было прививки, все, наверное, бы сейчас бы я не выступал. Вот. Ну и пленарное заседание открылось с докладом доктора исторических наук Петра Петровича Вибе. Он посвятил свой доклад современной структуре отечественного краеведения и, как уж мы говорили, его роли в публичном пространстве. Вот. И каждый, кто выступал, он хотел как-то, чтобы вот про публичное пространство, как мы транслируем то, что мы исследовали, произвел впечатление доклад Ларины Петровны Репиной из Москвы, но она была онлайн. Вот. Ну и я тоже, потому что меня эта тема волнует, и там была моя такая тема заявлена: краеведы-любители, профессиональные историки реалий сегодняшнего дня. Ну, я хочу сказать здесь просто несколько слов, что меня волнует. Я думаю, что и в Мордовии есть процессы, и в остальных есть процессы. Вот раньше, я почему краевед-любитель? К краеведам-любителям я с удовольствием отношусь. Замечательные люди, они энтузиасты, да, что-то они не дописывают. Это все нормально. Они восприимчивы и прочее. Но вот у нас сейчас появилась целая каста таких краеведов, я их называю лже-краеведы, как бывает, вот грибы, они есть хорошие опята, а есть лже-опята. Такое это лже-краеведы. Вот.
они умышленно занимаются фальсификацией, подчеркиваю, умышленно занимаются фальсификацией, они не ошибаются. Вот. Их цель проста: сенсация, внимание СМИ, интернет-сообщество, все, мы все сделали, ура, хорошо и все великолепно. А что там будет, меня не касается. Вот. Для достижения целей они продуманно это думают, они выдумывают мнимые ученые степени, подходит сюда членство в Союза писателей, Союза журналистов, это для них подходит, это все на первом месте. Я вот небольшой пример приведу по Пензенской области. Если я вас, коллеги, не нагружаю, я могу вот привести просто пример одной такой лже-штучки, потому что там есть еще у нас, что у нас и Суворов родился. Представляете, как сразу, опа, СМИ, оп, Суворов родился у нас в Пензенской области. Замечательно же, о! А на самом деле не то. Но я про другое хочу сказать. Вот у нас есть Михаил Дмитриевич Бударин, он написал альбом Сердобский. Его причем транслируют в Сердобском районном музее. Я его там взял и купил просто этот альбом. Когда я начал читать, я ужаснулся. Думал, вот это да. И это людям продают, красиво издано, все. И вот я начал читать, кто он такой, меня заинтересовал, соответственно, по этому альбому. Он из себя представляет доктор исторических наук Раен, член Союза писателей России. Ну, коллеги, Раен, коммерческая организация, она степеней докторских не присваивает. У нас только ВАК присваивает, правильно? Больше никто не присваивает. Какая вам Раен даст еще ученую степень? Вот. Ну, и сразу у меня подозрение, думаю, ну, это значит понятно, о чем будет примерно человек писать. И меня поразила широта его научных познаний, это в научных в кавычках. Он, кстати, не стесняется, там написал, вот вы можете посмотреть, на сайт зайдите, ссылочка есть в этом альбоме, посмотрите. Вот я почитал, вам просто скажу, какие публикации у него же, куда он ссылается. «Тайны кометы воззвездия», «Тайны Атлантиды», «Тайны Канарского архипелага», «Тайны Алатырь-камня», «Пятое измерение». Это вот его начальный, это он так, проба пера была. Дальше он написал «Князь Куракин», «Князь Вяземский» и «Сердобский». Наконец он, вот. Ну, вроде бы ничего. Ну вот я вам привожу пример, там много всяких, это уже лопушков, которых ну, можно бы... Ну вот оригинал он в чем? Вот почему называется Сердобск? Ну, ясно, что по реке, да, Сердобе. И вот он трактует Сердобу, не учитывая то, что до этого люди исследовали. У нас есть огромная книжка Михаила Сергеевича Полубоярова «Весь Пензенский край». Это энциклопедия, там написано, ну ты хоть почитай. Не, вот. Он пишет название Сердобск по урочищу Сартаба. Точнее, Сар-Тюбе образовался от двух слов библейского термина Сары и соц-мусульманского. И вот что он представляет, что Тюбе, холм, гора, это солнечная гора. А почему она солнечная гора появилась? Что в 1240 году туда ударила комета, речка вдруг вздыбилась, она стала солнечной горой, и с тех пор так речка стала называться. Вот вам объяснение, которое, подчеркиваю, продается. Сейчас уже не продается, потому что мы с главой говорили, что вот это надо убрать, пусть он сам продает где-нибудь, но не в музее государственном. Вот, и поэтому вот таких очень много. Я думаю, что здесь их тоже хватает. Почему? Потому что мы с коллегами говорили, когда в Омске там собрались большое количество, они говорят, да, вот у нас такое явление появилось, это не ошибки, ничего. И я что хотел бы сказать, что вот с этим явлением, и мы выступали, говорили, в общем-то, просто отсиживаться нам не получится. С этим явлением надо бороться. Вот историки здесь профессионально знают, когда вот эффект Фоменко, да, и все остальные историки сидели ха-ха, хи-хи-хи, а миллионными тиражами не издали, вот тебе и ха-ха, хи-хи-хи. И уже мы потом начали в журналах публиковать все остальное, но это уже был потом, после драки кулаками не машет, так и здесь. Поэтому с этим явлением его надо, как мы договорились, там, душить в зародыше, иначе это явление будет распространяться. И, ну вот я могу на себе даже привести пример. У нас поставили памятник суворовскому солдату. И там написано «Пензяки толстопятые». И дают объяснение, что пензяк толстопятый, что вот носки с толстыми пятками одели, Суворов их назвал «Пензяки толстопятые». Вообще вот так великолепно. И я пишу путеводитель, пишу, как это на самом деле был, что толстопятый – это из-за лаптей, которая двойная пятка была. Подчеркиваю, мне
доктору наук, который всю жизнь краеведением занимается, зампред правительства звонит, говорит: слушай, а ты там ошибся вот в этом. Уже я ошибся, а вот там памятник не ошибся. Так вот вы когда памятник ставили, вот кто там ошибся. Вы там выдумаете фейки, уже представляете, на что дошло, что фейк, значит, я не прав, а вот тот прав. И это может, вот я почему говорю, распространиться и все остальное также. Вот, ну и так завершая, так может быть, свое такое спонтанное выступление. Вот что было в резолюции съезда подчеркнуто, ну, конечно, мы их благодарили, и это в резолюции есть, Омский, и все говорили, что историко-краеведческий музей, да, государственный, это, конечно, там весь персонал, мне кажется, вот эти дни, которые были, спали они, не спали, неизвестно, потому что они всегда были бодро на ногах и прочее, прочее, прочее. То есть они еще, ну, как это всегда, выезжать надо было, посмотреть, у них этнопарк есть великолепный. Вот. И что мы постановили, что на всех сайтах разместить, да, мы на своих сайтах разместили, кто там был. Ну и, конечно, они, вот то, что я их просил, они в резолюцию съезда отправили в правительство Пензенской области, вот, чтобы провести 27-28 мая, что не то, что это я только взял, придумал, и съезд краеведов Пензенской области, но подтверждение всероссийского уровня, почему губернатор так быстро и подписал то, что это уровень будет совершенно другой. Вот. И еще одну я хочу вам сказать вещь. Вот то, что Союз краеведов России начинает, Омск уже начал, они методички разработали. Я считаю, вообще вот очень хорошая вещь. Это энциклопедия Омского краеведения, называется так. То есть вот эти энциклопедические издания мы начинаем работать. Но у нас договоренность, что давайте по регионам тоже будем начинать такую работу. Они основную силу взяли, у них есть методички, все, то есть они начинают работать. Что туда войдет? Конечно, это не обязательно нам не делать другой, но вот такие вещи, если по России в каждом регионе будут, краеведческие энциклопедии, поверьте, многое у нас снимется с повестки дня, когда мы ищем что-то. Я думаю, что это вот замечательная идея. Мы будем к этой идее тоже приступать, потому что это надо сделать. Вот я честно хочу сказать, яркое подтверждение ваш музей, который носит такого выдающегося краеведа, выдающегося человека, поэтому я думаю, что по Мордовии, насколько даже я знаю, тут столько краеведов, огромное количество выдающихся людей, и нам нужно это не забыть, дорогие мои. Ну и еще что было рекомендовано, я специально для музея, это рекомендовать музеям и архивам комплектовать коллекции личного происхождения. То есть это у нас есть, нет, я знаю, это есть, я просто говорю, что их надо комплектовать. У нас это не хватает, эти коллекции должны пополняться. Я знаю, что у вас представлено великолепно, подняться хотя бы археологи, этнографы. Я вот своему музею говорю, но музей ссылается, а у нас места нет. Где? У них тут в Саранске, вон сколько мест, а у нас нет места. Куда мы разместим? А нам все мало. Да, нам все мало. Поэтому, уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание в докладе, да, за мой доклад. Если какие-то вопросы, задавайте вопросы, а потом я приступлю к хорошему. Давайте, ага. Явление неокраеведы. Сейчас в сети интернет тоже есть такие, ну, в Мордовии не встречал, в Пензенской области тоже, но в некоторых областях такие группы людей, краеведения, неокраеведения. Ну, неокраеведение, а в чем это нео, новое, это в чем? Ну, да, Это, извините, это новое, это значит, ты списал у кого-то плагиат, ты до этого не знал, просто содрал? потому что у них нет объяснений, чем их новое отличается от старого. То есть они занимаются таким же, это Амурская область, Угу. чем, как бы я вот слежу за ними, например, я не вижу разницы. Это обычные краеведческие исследования, газетами они занимаются. Ну вот, вы знаете, То есть, ну, какие-то собирают анкеты с жителей, то есть какие-то... которые еще в 20-х годах собирали до революции. Ну, вот так, называют себя неокраеведами. Ну, Какой-то такой новый, то
тоже Новое движение, может быть. Вы знаете, я вот хочу сказать, вот на мой взгляд, это мое сугубо мое личное мнение, мы не поднимали этот вопрос на конференции. Почему? В силу того, что неоэволюционизм, вот это, то есть это перепевки того, что это было когда-то. Ну вот и ты наконец-то это сделал открытие, но ты даже не удосужился открыть, а до тебя это сделали или нет? Если до тебя уже делали, то есть это называется человек неокраеведение, не знающий историографии, вот так, если по историкам. Если он знает историографию, он не назовет себя нео, потому что я вот сколько не смотрел, многие вещи эти уже до нас ручным способом, без компьютеров, это же анкетирование и прочее проводили. Причем анкеты вы видели, да, дореволюционные какие анкеты, какие неподробные и прочее. Они нам оставили такое богатство. А нео, это, ну, как привлечь? Написать краеведение. Сейчас забей одно краеведение. Ой, вы бы их и не нашли. А нео вы их нашли. Молодцы, они добились того, что хотели. Они себя пропихнули. Вот и все. Я думаю, что это фишка, которая, чтобы в интернете вас быстро нашли. Вот это не более этого. Вот и все. Все. Я вот приехал, значит, всегда привожу, на этот раз журнал нет. У нас вот только 27-го, это меня просила наша Мордовская национальная культурная автономия Пензенской области, и просили передать. Вот смотрите, афоризмы и мысли Ключевского мы раздавали всем нашим гостям. Но для того, чтобы было понятно, ну, вы сами понимаете, мордовскому народу надо пояснять. Вот. Поэтому мы, вот здесь у нас есть еще, я вам с пакетиком на пакетик не заберу. Вот, поэтому вот здесь мы пояснили, чтобы было понятно, почему афоризмы, что вот Ключевский здесь есть, и мы даже цитату. Мы с патриархом Никоном, земляки, оба мордвины по происхождению, чтобы было всем понятно, кто это такой и что такое. Мы кладем сюда, Да, кладем. дарим большое спасибо, Пакетом вместе. всего наилучшего, да, вместе с пакетом. Да. Всего наилучшего. И потом возьмете авторский сборник «Краеведческие записки», которые будут посвящены еще столетию музея, и все авторы могут потом взять этот сборник себе. Так, да, я согласна полностью с тем, что появились лже-краеведы, и с нами Пензенская область тоже переписывается. Вот одолели Дмитрий Викторович, например, один из таких, и что у нас тоже есть люди, которые, например, пытаются увеличить количество героев Советского Союза на душу населения. То есть у нас, да, вот такое тоже вот и идет сейчас, вот такая волна. Вот, ну, что же, бороться, кстати, тоже очень тяжело, потому что это выдается как аксиома. И нас никто при этом не слышит. Здравый смысл, может быть, победит, но когда не знаем. Итак, я предоставляю слово Олегу Ивановичу Марискину, нашему другу, доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой экономической истории и информационных технологий Мордовского государственного университета имени Агарева. Пожалуйста. Так, Ордатовская епархия от прошлого к настоящему. Спасибо большое, Александр. Я с удовольствием принимаю участие в краеведческих конференциях. Ну, стремлюсь быть краеведом. Спасибо Владимиру Ивановичу за то, что он в свое время познакомил меня с Игорем Тотовичем Шмидтом. И это действительно эпохальная фигура. И сегодня хотел бы предпрезентовать проект, который идет уже более 3 лет. И это, так, сейчас, секундочку. Так, на вас? Так. И это действительно коллективный проект, который исследуется историей Русской Православной Церкви на территории Мордовского края, в том числе на территории современной Ордатской епархии, от периода распространения православия и христианства на этой территории до настоящего времени. Видите, что это такой достаточно большой проект, и в нем принимает участие как представитель университета, научно-исследовательского института, музеев, архивов, и при этом не только из Саранска, но и из соседних регионов. И это позволяет более качественно, конечно, провести исследование. Оно еще посвящено юбилейной дате, потому что в этом году 10 лет образования Ордатовской епархии.
И это действительно такое, ну, всегда юбилейные события, важное мероприятие, и к этому приурочен этот проект. И хотелось бы отметить, что в исторической ретроспективе в контексте истории российского государства исследуются совершенно разные проблемы. Ну, понятно, вот, да, распространение православия, принятие христианства мордовским населением, это и строительство храмов и монастырей, это и приходская жизнь, и монашеская жизнь, это и тяжелый период гонений церкви, который наступает в 1917 году, и его смягчение в период Великой Отечественной войны, и современные состояния. Современная епархия – это 6 районов современной восточной части Мордовии, это 73 прихода, это 1 действующий монастырь и 3 восстановленные монастыря. Но с точки зрения ретроспективы, это 400 лет, это совершенно такая дикое изменение административной системы, территориального управления. Вот даже просто на конец 19-го, начало 20 века, видите, что это совершенно даже разные губернии, хотя, конечно, локализация, в первую очередь, это Ордатовский уезд, но это и Нижегородская губерния, Сергачский уезд, это и Саранский уезд, Пензенская губерния, а в 17 веке это Патриаршая область и Нижегородская, Алаторская епархии, потом Казанская, потом опять Нижегородская, потом Симбирская, потом часть Пензенская, Мордовская, потом Саранская, и теперь это Ордатская епархия. Конечно, это тоже накладывало определенные трудности, но это было, безусловно, интересно. Начинается, ну, такая все-таки с документальной основы, это, безусловно, с похода Ивана Грозного на Казань, и царственный летописец показывает нам вот четко, что в августе, 1 августа при остановке на 12-м стане на реке Алатырь, это около современного города Ордатова, была произведена православная молитва и освящение воды. Это четко зафиксированный факт. При этом, по легендам, конечно, связано и основание Спасо-Преображенской Старцево-Угловской пустыни тоже с явлением святителя Спиридона Тремифутского Ивану Грозному вот в период остановки. Это 11, ну, примерно где-то между 11 и 12 станом. И, то есть вот документальные источники подтверждают это. Стоит отметить, что вот с 1941 года по 1964 год эта пустынь существовала, потом была упразднена при секуляризации, при Екатерине II. Но это место такое достаточно святое, паломников и даже просто любопытных посещает много. И это сейчас там архиерейское подворье, это Старцев угол восстанавливается, и целый проект существует по восстановлению и возрождению Старцева угла. Есть хорошее описание этого монастыря, вот Соловьев Алексей Иванович опубликовал, но использовал материалы капитана Ивановича Невоструева. Оба они церковных историка, но Невоструев в 40-е годы он работал, служил там сначала в гимназии, потом в других, в Симбирской губернии, и он, вплоть до того, что он приезжал, переворачивал иконы, переписывал надписи с обратной стороны икон об истории монастыря. И это было сделано вот в середине 19 века. И, конечно, вот это описание, которое опубликовано уже Соловьевым, одно из первых. Потом уже там и в других описаниях, в том числе и Сергей Борисович Бахмустов, и это, конечно, такая историография существует. Безусловно, важное влияние оказывало на распространение православия, это, конечно, монашеская жизнь, это Алатырский Троицкий мужской монастырь, который сразу, ну, практически считается, что основан после основания Алатыря, который тоже связывают с походом, ну, судя из маршрута, он, в общем, Иван Грозный прошел мимо Алатыря, но как-то, в общем, как-то это связано. И мы знаем прекрасно, документально подтверждено, что монашеская жизнь, и одним из первых монахом были в том числе и служилые люди, и мордва по этническому происхождению. При этом, если вот в историографии обычно утверждает, что как бы тем самым обеспечивался подтверждение своего социального статуса и привилегий, то на самом деле это не совсем верно, потому что они закладывали все свое имущество, монастырю передавали, то есть их социально-имущественное положение ухудшалось, да, в плане материальном, а в плане духовном, конечно, безусловно, это совершенно другая история.
И мы видим, что на протяжении длительного периода вот эта территория связана была с Алатырским монастырем. Один из последних настоятелей Свято-Троицкого мужского монастыря, он был родом из села Качкурово, это современный Дубенский район, то есть это не Качкуровский район. У него тоже достаточно интересная у епископа Назария история, он там и с обновленцем был связан, потом возвращался назад. И, конечно, Алатырский Киево-Николаевский монастырь, женский, тоже в духовной жизни влияние огромное. Вот здесь связана и моя семейная история по мужской и по женской линии. Вот здесь монахиня Пороскеева и Варвара, обе мои, да, это обе мои родственницы, одна по отцовской линии, другая по маминой линии. Это тетки деда, тетки, это родная сестра моего деда и родная сестра моего прадеда. Получается так. И они организаторы трудовой коммуны, и это было достаточно популярно в 20-е годы, то есть это форма существования монастырской жизни в тот период. И, конечно, вот как часть Алатырского Троицкого монастыря, это, конечно, Казанская Ключевская пустыня, которая изначально была возникла как загородный дом Алатырского Троицкого монастыря около села Четвертаково, который сейчас входит в поселок Тургенево. И вот начиная с 1605 года в документах отмечается, что там моление на колодезах, на ключах уже отмечено. Потом строится деревянная церковь, потом каменная. И, конечно, вот с точки зрения, конечно, восстановления здесь дела лучше. Это действующий монастырь и паломнический центр. И в 2011 году патриарх Кирилл приезжал в июле. И это, конечно, все-таки такая линия, показывающая возрождение монашеской жизни. Вот. И что, конечно, пока на пути к этому стоит Богородице-Отрадный женский монастырь, и история его тоже достаточно тяжела, даже храм, который каменный, строился более 60 лет, и вообще мы видим его впервые за 90 лет, он был взорван, и благодаря тому, что был найден план этого монастыря в Государственном архиве Ульяновской области, вот Виктор Борисович Махаев реконструировал этот храм, он в классическом стиле, каменный, однокупольный. Сейчас там существует архиерейское подворье, восстанавливается, но пока в процессе найдена и передана икона, возвращена, она бы сохранялась в мордовском селе Алово, как туда, достаточно далеко от Шейн-Майдана, построена новая церковь, вот, она освящена, поэтому монашеская жизнь вот в этом монастыре возрождается. А так, конечно, история само название Шейн, да, связана с генералиссимусом, и в военное время там был размещен детский лагеря из Минска эвакуированы, потом это санаторно-лесная школа, и так далее. Вот мой отец как раз после окончания историко-филологического факультета был направлен туда на работу, и 4 года работал в санаторно-лесной школе. Безусловно, город Ордатов и история его, она связана с православием, история православия. И первые работы это Ауновского в XIX веке опубликованные, и, безусловно, Ивана Дмитриевича Воронина, который обратил внимание и качественно восстановил историю города Ордатова, потому что это вообще уникальное место. Наверное, больше по Мордовии я не встречал, чтобы было специальное поселение создано для новокрещенной Мордвы, для того, чтобы ее сохранить, потому что, судя по переписанным, книгам, побеги новокрещенной Мордвы были достаточно популярны в 70-е, в 60-е годы до этого. Вот переписная книга 96-го года, она дает 13 дворов новокрещенов, и описание есть Троицкой церкви с пределом Сергия Радонежского, в том числе там, и описание двора священника. Кроме того, там и описание русских дворов. Вот при указе было рекомендовано переселить туда православных из Порецкого и Семеновского, что сделано не было, потому что, судя из анализа, там совершенно там нижегородцы, из Сыргачского, там из других уездов. И, конечно, это и построение, вот история
Троицкого собора и, там, и Никольской церкви, конечно, который, ну, по сути, прекрасный и архитектурный памятник. К сожалению, пока он, ну, есть проекты по его восстановлению, сейчас я побольше. И история этого собора связана, безусловно, с архиепископом Луки, потому что он в 1905 году 9 месяцев работал в Земской больнице. И, безусловно, конечно, что он посещал службы, ну, не служил, но, безусловно, посещал службы. Пока вот в таком состоянии Никольский собор восстановлен, Троицкий нет. В советское время там была ватная фабрика, и там, в общем, картина не очень приглядная. С точки зрения построения храмов, конечно, деревянные храмы можно уже в документах в русских населенных пунктах с конца 16-го, в начале 17 века уже устойчивая картина. Для православных, ну, конечно, вот Новотроицкое, то, что потом город Ордатов, это первые населенные пункты, но с массовой христианизацией к 1947 году уже 25 населенных пунктов мордовских, в которых существуют православные храмы. И процесс, он практически вот в этот период по Латарскому уезду в 40-е годы заканчивается по христианизации. Есть, вот, в том числе, вот, церковного историка Можарского хорошее описание, что представляли собой церкви, вплоть до того, что, как не только интерьер и сам храм, то есть это были небольшие храмы деревянные. И интересно было вот система смены, да, строительства церковное, так, ну, чуть попозже. И это дало возможность нам проследить до начала 20 века, потому что иногда по 2, 3, иногда даже 4 раза церковь перестраивалась. Она маленькая, она горит, она не помещает количество людей, ну, это деревянное, что-то там случается. В течение 19 века иногда в одном населенном пункте по 3 раза перестраивали церковь, и часто освящались новым именем. Одна из первых каменных церквей – это Троицкая церковь в селе Троицкое, которая сейчас не существует. Она в 1695 году построена. Изначально там планировался монастырь. Ну, потом стольник умер в 1706 году, и дело немножко заглохло. То есть это вот по хронологии это Иоанна Богословская церковь в этот период. Ну, состояние, вы видите, это еще фотография 1975 года, она еще более-менее хорошая. Сейчас там пытаются восстановить этот храм. Вот, там рядом, кстати, открыт, в декабре будет открывать горнолыжный Атяжский курорт. Именно в этом месте. И, наверное, как-то вот эта проблема сдвинется в плане реконструкции этого храма. Вот в лучшем состоянии, в гораздо лучшем состоянии, это храм в селе Андреевка Троицкой, который Петр Петрович Ермолов построен, который включен в объект культурного наследия. Да, вот эта фотография 2020 года, видите, что да, в прекрасном состоянии. Это одна из, ну, Ордатский район, соседний, в советский период одна из таких действующих церквей долгое время. Что, конечно, опять же, не скажешь про Казанский храм в селе Чеберчино, он связан, ну, это нужно вот посмотреть, кстати, по поводу социальных сетей. Это часть Виктора Борисовича Махаева, у нее на YouTube есть там ролик на 45 минут об истории храма в селе Чеберчино, и архитектор Кваренге, об его строениях, в том числе. Но вот мы здесь видим фотографию 1928 года, и храм еще в хорошем состоянии. Почему 28 год? Потому что Кревет Ястребов писал в это время статью, она была опубликована в Ульяновске, и он делал фотографии, потом эта фотография сейчас находится в Ульяновском краеведческом музее, но я знаю, что Иван Павлович Астакин передавал Ивану Дмитриевичу Воронину фотографии, и возможно, что у вас тоже где-то хранятся фотографии по... Нет. Куда? То есть, да, ну можно тогда вот как бы, да, можно обратиться в Ульяновск, да, вот, да, вот у них вот они. Да, ну. Я думаю, что все, конечно, все хранится.
Но вот пока вот в таком состоянии, да, и это, конечно, более определенные есть проекты, и вот и Борис Махаев тоже, у него существует там масса идей хотя бы по некой реконструкции восстановления. Вот такой хороший источник – это клировые ведомости, и мы на начало 19 века, на середину 19 века, на начало 20 века. То есть такую динамику изменений церковного строительства можно хорошо достаточно проследить по этим клировым ведомостям. И, безусловно, конечно, у нас не только здания архитектурные, и, безусловно, у нас и люди, кто занимался, вот один из таких ярких представителей, это протерей Яхонтов, который, ну, и писатель, и педагог, родился в селе Копасово, ныне Очаковского района, он в семье священника, поэтому это такой не... Ну, у Копасова да, тоже сложно, и много кто родился в священниках. Вот здесь целый у нас раздел есть по приходской жизни, по благотворительной, миссионерской, просветительной жизни. Это весь сбор и фотографий в том числе. И это, конечно, вот советский период создания викариатства тоже достаточно сложный момент, потому что, ну, во-первых, это, ну, такой предтечи, можно сказать, Ордатской епархии. И мы знаем, что в социальных сетях и в энциклопедиях пишут, что два викария, вот, ну, как бы с ювеналием можно согласиться, но вот, исследование показало, что Поликарп Тихондравов, он к Ордатово-Симбирской губернии никакого отношения не имеет, он в Ордатском викариатстве Нижегородской. И, ну, достаточно четко и по документам, в том числе и документам РГИА, можно это прямо вот по дням выявить, да, проследить. Вот очень сложный такой момент, это, конечно, период гонений, и выявлено 10 новомучеников по территории епархии, которые родились или которые служили на этой территории. Вот. Ну, здесь я иконы не стал помещать, но даны очерки отдельные по каждому. И когда канонизированы, безусловно. Кроме того, 47 человек погибли, ну, в основном они были расстреляны или погибли в тюрьме. То есть, получается, практически 60 человек. Это то, что удалось выявить, на самом деле, может быть, и больше. Вот. Многие были расстреляны именно у Красного моста, это около города Ордатова на левой стороне Алатыря. Вот что-то такое, вот, где Иван Грозный стоял, там у них 12-й стан, место такое достаточно тяжелое. Но вот что показывает исследование, это то, что, конечно, с точки зрения религиозного состояния население было, ну, в достаточном, то есть это все-таки совсем не атеистическое население, и фотографии, и исследования показывают, вот эта фотография сделана в период лингвистической экспедиции Бубриха 27-28 годов. Он жил как раз в селе Кичушево, современный Ордатский район. И вот это праздник. Есть другие фотографии, просто я здесь их не поместил, которые показывают. Военный период, 43-й год. Это изменение отношений в Маколово. Это самый первый храм, который на территории Ордатского епархии открыт, вновь восстановлен. Потом это Андреевка, потом Атяшево. И вот 3 храма долгое время, которые действовали. Вот в Маколово тоже архиерейское подворье создано. И с точки зрения вот, фотографии очень интересная. Это паломничество на Никольскую гору. Это село Промзерно, село Сурское, соседнее с Мордовией село. И связанное с легендой, там, в общем, эта икона спасла от набега и большое население. Это 57-й год, посмотрите, сколько людей идут на Никольскую. И многим из фотографий видно, что они одеты в мордовские одежды, то есть, да, это, большая часть это мордва, и, конечно, это, ну, достаточно уникальное. Отдельное, ну, там есть по период восстановление образования Саранской епархии и отдельно по Ордатской епархии, чтобы не задерживать. Это, конечно, тоже уникальный период, когда возрождалось и происходило активное строительство, и не только возрождение, конечно, но и активная миссионерская, просветительская деятельность. И, конечно, уникальные соборы. Это Андреевский собор в поселке Атяшево в 2015 году, который освящен, и памятник Андрею Первозвану в 2016 году, который был установлен.
Вот, и можно рассказывать достаточно долго. И просто я вот одну заставочку по поводу... Здесь целый раздел и целое направление, которое Виктор Борисович делал Махаев по архитектуре церквей Ордатской епархии. Я считаю, что это уникальная достаточно вещь. То есть по описанию, по отдельным стилям и по хронологическим периодам всех церквей, которые существовали и вот на начало 20 века, и которые построены сейчас. Поэтому это вот такая небольшая предпрезентация, потому что книга пока она да, в процессе издания, но это вот отчет о работе большого коллектива, потому что мне просто посчастливилось быть руководителем, наверное, из-за того, что я там родился, и мои предки все с территории Ордатской епархии, некая определенная такая ответственность за это есть. Спасибо большое. Планируется в декабре. Да, Зинаида Ивановна, да, я просто не акцентирую внимание, мы очень плодотворно и давно с Зинаидой Ивановной общаемся, и я вот скажу, что это действительно интересный проект с точки зрения коммуникации совершенно разных исследователей, то есть это и работники архивов, и музеев, и исследователи, и такие, кто занимает... Вот хотел бы сказать, что 4 человека из коллектива защищали диссертации по истории Русской Православной Церкви или церковно-государственных отношений. То есть это действительно те люди, которые совершенно не случайные, и которые занимаются, да, этим давно. Спасибо. Так, еще один наш постоянный участник, и мне очень приятно предоставить слово Дмитрию Алексеевичу Сысоеву, кандидату филологических наук, доценту, проректору по научно-богословской работе, религиозной организации, духовно-образовательной семинарии Саранской Мордовской епархии, Русской Православной Церкви, духовно-просветительская миссия духовенства Предтеченской Церкви города Саранска. 19-20 века. Очки надо менять, ничего не будет. Спасибо большое. Ну, я прежде всего, конечно, присоединюсь к предшествующим выступающим и хотел бы выразить, конечно, слова самой искренней признательности руководству, организаторам вот этих замечательных краеведческих чтений, которых ждешь действительно как некий праздник такой вот краеведческого духа. И отрадно, что сегодня мы с вами вот так живьем общаемся и затрагиваем. Да, потому что в прошлом году это все было дистанционно. И такие встречи живые, они, наверное, ничем не заменимы. Я в какой-то степени продолжу тематику, да, предшествующего выступающего, то есть она будет у меня также сопряжена с проблематикой церковной, но будет носить более такой еще локальный характер, потому что она посвящена жизни прихода Предтеченской церкви, которая располагается также вот на нынешней улице Саранской, да, которая ранее именовалась Предтеченской. И это в какой-то степени тоже продукт вот моих последних изысканий на предмет генеалогии саранского духовенства. И когда этим вплотную вот я лично занялся, то обнаружил, что на самом деле это есть в определенной степени продолжение тех начинаний, которые были предприняты еще в дореволюционный период целым рядом священнослужителей города Саранска и в целом Пензенской епархии, которые очень активно разрабатывали краеведческую проблематику. И вот в этой связи мне хотелось бы как раз и обратить ваше внимание на эту тему. Но она будет носить не сугубо генеалогический характер, а все-таки посвящена именно духовно-просветительской миссии духовенства Предтеченской церкви. Вот. Но прежде всего хотел бы сказать, что на протяжении всего своего исторического существования православное духовенство в России, оно всегда стремилось нести свет просвещения, духовного просвещения своей пастве. И, конечно, в этом плане сыграло неоценимую роль. И в этом плане саранское духовенство, оно также шло в фарватере вот общего этого настроя. Серьезное предметное изучение вклада, вот в частности, саранского духовенства и в целом, так сказать, приходского духовенства в эту область, оно
начал изучаться сравнительно недавно, еще где-то с середины 19 столетия. Понятное дело, что 20 век в этом плане выпадает из такого последовательного изучения. И вот только в последние годы профессиональное сообщество начинает всерьез заниматься вопросами изучения вот истории Русской Православной Церкви, вот такого локального плана. Мне хотелось бы, повторяю, поделиться с вами некоторыми изысканиями на эту тему из истории прихода, который мне не чужд, в том смысле, что не просто потому, что я и преподаю, да, в семинарии, в рамках которой, да, Притеченская церковь является приходским таким храмом, духовным центром, но это тот храм, который на протяжении целого ряда столетий был приходским храмом для целого ряда поколений моих предков, то есть они там венчались, крестились, да, крестились, венчались и кого-то отпевали, то есть это все очень близкая на самом деле тема. Несколько слов о истории самого приходского храма. Так, не туда немножко? Так, стоп. Совсем отключил. Я попрошу вас, пожалуйста, следующий кадр. Так вот, история прихода Притеченской церкви Саранска ведет свое начало в 60-х годов 17 столетия, когда часть стрельцов Саранского гарнизона переселилась в Завал на юг от реки Саранки и образовала вот в нижней части города переведенную Слободу, которая в последующем стала также именоваться и Трехсвятской. На протяжении второй половины 17 столетия и всего 18 века в ней преимущественно проживали служилые люди разных служб, посадские. Со второй половины 19 века подавляющая часть населения относилась к категории казенных крестьян города Саранска. Но в эту категорию попали, как известно, подавляющая часть однодворцев, да, вот потомков этих как раз служилых людей. И в этой слободе в первой половине 18 столетия был построен новый храм, Притеченская церковь, и в ней как раз окормлялась часть прихожан Трехсвятской слободы. Свято-Притеченская церковь относится к числу старинных святынь города Саранска. Ее история насчитывает 220 лет, если отталкиваться от ныне, так сказать, существующего каменного храма, который был построен в 1802 году, но сам Притеченский приход, он гораздо старше по времени и восходит еще к моменту, когда существовал деревянный храм, освященный во имя Рождества Предтечи и крестителя Иоанна. И данные метрические книги Притеченской церкви, они позволяют говорить о том, что вот этот старинный храм был построен еще до 1762 года. При завершении строительства новой каменной церкви она была освящена во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Поэтому официально ее название – это Рождество-Богородицкая церковь. Вот. Но долгое время, так сказать, в народной памяти все так же присутствовало название Предтеченское, и, собственно, и в метрических книгах это название также продолжало употребляться вплоть до конца 20-х годов 19 столетия, и только потом уже мы видим, что метрические книги именуются как Рождество-Богородицкая церковь. Прошу следующий. По данным клеровых ведомостей, за 1855 год приход насчитывал 322 души мужского и 347 душ женского пола. По данным городской думы за 1914 год, по приходу Притеченской церкви, динамика роста мужчин 550, женщин 477. То есть это вот такова численность прихода. Конечно, большое значение имела для окормления паствы личность священнослужителя,
И надо сказать, что на приходе Притеченской церкви было немало достойных пастырей. Вот мы из ныне существующей краеведческой литературы по Саранску знаем некоторые имена, ну, прежде всего, наверное, имя отца Алексея Масловского. Вот. Но я хочу сказать, что когда вот работаешь с документами, открываются и другие имена, да, и другие лица, которые, может быть, так скромно прошли по нашей истории, но которые внесли не менее важный вклад вот, в дело духовного просвещения наших предков. Прошу следующий. Мне хотелось бы в первую очередь назвать имя первого из числа известных нам на данный момент настоятеля Притеченской церкви, имя иерея Иоанна Семенова. Ну, Семенов – это отчество, да, Семенович имеется в виду. Он стал настоятелем храма еще до 1762 года, служил в нем вплоть до 1782 года, когда, согласно ревизским сказкам, как там сказано, от должности за старостью был уволен. Ну, в данном случае я просто упоминаю его как первого настоятеля. Каких-либо свидетельств о его просветительской деятельности мы, конечно, в данный момент не имеем. Мы можем только предполагать, да, вот, учитывая то количество лет, которое он находился на приходе. Вот. Но вот его автограф здесь присутствует на снимке. Но о целом ряде других его преемников, да, мы вполне определенно можем иметь сведения. Прошу следующий кадр. И в первую очередь здесь речь может идти об Иоанне Михайловиче Соколове. Он пользовался огромным авторитетом у прихожан. Происходил отец Иоанн из старинного саранского священнического рода. С 1806 года служил пономарем на приходе Притеченской церкви, а с 1811 года становится его настоятелем и прослужил на приходе вплоть до своей кончины. Там же в приходе он имел, как сказано в документе, дом, купленный близ Притеченской церкви. И вот что ценно, и опять же здесь, наверное, вот признательность отцу Алексею Масловскому, который действительно сумел отразить многие бесценные характеристики, касающиеся вот конкретных личностей, представителей саранского духовенства. Он сохранил описание этого человека. То есть мы не можем увидеть его по понятным причинам фотографии, да, но вот тот облик, который рисуется в повествовании отца Алексея, он действительно дорогого стоит. И мне хотелось бы привести небольшой фрагмент, который касается этого описания. Вот что говорится. Из приходских священников наиболее славится Рождество Богородицкой церкви отец Иоанн Михайлов. Он служил при этой церкви лет 40. У него была почти каждодневная служба в продолжении целого года. В обращении с прихожанами был ласков, внимателен. Посещая дома прихожан, он постоянно делал им пасторские внушения, и прихожане его любили и уважали. И вот такой любопытный тоже фрагмент. Свидетель повествует. «Сохрани Бог, — говорил мне один из его прихожан, — не прийти бывало во время праздников или в день именин в церковь. Отец Иоанн сам ходил к таким прихожанам и вел их в церковь. В праздники Святой Пасхи и Рождества Христова отец Михайлов ходил с крестом по всему городу, и его везде принимали». Ну, вот можно только представить сегодня, да, если кто-то из прихожан не явится, да, и к нему придет его дорогой пастырь, да. Вот. Следующий кадр, пожалуйста. На время служения в Притеченской церкви как раз вот отца Иоанна Соколова выпадает одно из ярких событий в истории прихода. Им становится состоявшийся в 1822 году визит правящего архиерея, епископа Пензенского и Саратовского Амвросия I Арнадского, вот, который совсем незадолго до этого стал правящим архиереем в 1819 году. Но надо сказать, что это для Саранска тоже такое уникальное событие, потому что наш город посетил человек, который внес серьезный вклад в развитие исторического знания, прежде всего в изучение церковной иерархии. Как известно, им был написан, составлен труд «История российской иерархии».
Вот. И в нем епископ Амвросий собрал обширный материал по истории русской церкви, практически от самого ее основания. И это был такой пастырь, аскет, да, очень строгий. И вот с посещением епархии он посетил в том числе и Предтеченскую церковь и очень высоко оценил уровень благочестия прихожан и вообще высказал немало теплых слов, что из уст этого человека, в общем-то, выглядело такой очень высокой похвалой. И я вот обращаю ваше внимание, что в следующем году исполнится ровно 220 лет с момента этого визита. И, может быть, нам что-то удастся в этом плане сделать, чтобы увековечить как-то память этого иерарха на территории города Саранска. Да, и есть определенные идеи в этом плане. Так что не исключаю, что это получится. Еще один пример очень такой значимой просветительской деятельности, который мне хотелось бы привести, это пример, связанный с деятельностью диакона Козьмы Никифоровича Артобалевского, который начинал свое служение на приходе Предтеченской церкви, и который в последующем стал отцом еще одного священника, который также на этой ниве преуспел и в Саранске, и потом уже и в ряде приходов района. Вот. В некрологе, написанном, опять же, отцом Алексеем Масловским, посвященном Козьме Никифоровичу Артобалевскому. Да, пожалуйста, следующий кадр. Фотографий нет, поэтому я так иллюстрации, приближенные к реальности того времени, привожу. Так вот, в этом некрологе сказано, что Козьма Никифорович был аккуратный служака. Он проходил свои должности со всем усердием. По первому удару колокола своей церкви он спешил в храм, где читал и пел с примерным усердием и вниманием. Козьма Никифорович был мастер читать и петь. Едва ли можно найти ныне дьячков, равных ему в знании чтения и особенно пения. Он знал хорошо нотное пение, он знал хорошо устав церковный. Все недоумения, случавшиеся в практике церковной службы, он знал до тонкостей. Все саранские священники любили и уважали его, как хорошего чтеца, аккуратного служаку и доброго хозяина. Ну и так далее. И вот самое главное, что касается вот, темы моего выступления, кроме своей прямой обязанности, он еще обучал мальчиков на дому. Этим обучением он занимался также всю жизнь, с самого поступления на должность пономаря. Каждодневно у него обучалось мальчиков по 30, так что в 45 лет он обучил не менее 1300 мальчиков. Козьма Никифорович учил старинным способом, но достигал хороших результатов. У него в одну зиму дети выучивались читать, писать хорошо, его учением оставались довольны, так что иногда из училищ городских брали детей к нему доучиваться. Вот. То есть это человек такой был подвижник, который всецело отдавал себя делу обучения вот, детей. И его дело на этом поприще продолжил также его сын, вот чуть ранее мной упомянутый отец Дмитрий Артобалевский, который с 1866 года находился на приходе Предтеченской церкви в качестве настоятеля. Уровень его проповеднического дара и мастерства, по всей видимости, был достаточно высок, и не случайно, что в 1867 году на страницах Пензенских епархиальных ведомостей была опубликована благодарность правящего архиерея, в которой значилась архипасторская признательность за ревностное проповедание Слова Божия. Также он являлся цензором проповедей по благочинию, что, в общем-то, показывает высокий уровень его и знаний, да, и богословской культуры. Вот. И повторяю, что далее он уже продолжил свое служение в Инсарском уезде. В 20 веке также известны имена ряда пастырей, которые активно занимались духовным просвещением. И вот мне хотелось бы назвать еще одно имя. Это имя отца Василия Добровольского,
которому выпало служить в самое непростое время в истории Русской Православной Церкви, начала 20-го столетия, это 20-30-е годы, как раз эпоха наиболее таких агрессивных, да, гонений в отношении Православной Церкви. До этого он известен был тем, что являлся председателем церковно-приходского попечительства, законоучителем земских школ в Блохино, в Берсеневке, то есть имел уже к этому времени серьезный опыт. Вот. Из воспоминаний прихожан Предтеченского храма, вот, и лично как раз вот матери Натальи Ивановны Ворониной, которая была прихожанкой и с которой мне в свое время довелось пообщаться, вот она рассказывала свои впечатления об этом пастыре. И вот она говорила, что когда после революции 17 года было запрещено преподавание закона Божьего в школах, то отец Василий учил этому детей прямо в церкви. Следующий кадр. И вот еще одно имя хотелось бы мне сегодня тоже назвать. Это последний настоятель храма до его закрытия. Это священник Александр Дмитриевич Зарин, который родился в селе Булаево Краснослободского уезда. Его предками были несколько поколений священно-церковнослужителей. И он являлся, как и многие священники Предтеченской церкви, выпускником Пензенской духовной семинарии, которую закончил в 1903 году. Он до этого настоятельствовал в целом ряде приходов Пензенской епархии. В годы Великой войны, Первой мировой войны он являлся полковым батюшкой, то есть был на фронте и окормлял свою паству в составе 552-го пехотного Сольвычегодского полка. Вот. А после войны продолжил свое пасторское служение и был поставлен на приход Предтеченской церкви в 1937 году. К сожалению, ему не так долго пришлось осуществлять свое служение на этом приходе, потому что в 1938 году он был закрыт, но по свидетельству, опять же, прихожан, он на дому занимался и обучением, и проповедью, вот, тайно служил на домах своих прихожан. История Предтеченской церкви, она уникальна тем обстоятельством, что этот храм единственный из числа старинных святынь Саранска, подвергшихся разорению, да, частичному уничтожению, имеет, пожалуй, наименьший временной разрыв между его разрушением и возрождением. И вот такое возрождение, оно произошло буквально на наших глазах. И следующий кадр, пожалуйста. Кстати, еще в 1991 году Сергей Борисович Бахмастов вот в первом издании «Разорванного ожерелья» вместе с Владимиром Ивановичем Лаптуном писали так, что останки Предтеченской церкви можно видеть до сих пор возле моста через Саранку. Вот. Но уже в 1996 году начинается восстановление храма, и, как, я думаю, большинству из вас здесь известно, ныне он является таким центром именно духовного просвещения, образования, потому что на базе Предтеченской церкви первоначально возникло Саранское духовное училище, вот, а буквально несколько лет назад оно было преобразовано в Саранскую духовную семинарию. И вот в какой-то степени является такой кузницей кадров, да, священства, да, для нашего региона, не только для нашего региона. Так что я думаю, наверное, промыслительно то обстоятельство, что вот в свое время такие выдающиеся деятели не только церкви, да, но и одновременно и исторической науки посещали наш храм. Это в какой-то степени было таким знаком, да, вот грядущего его развития как такого просветительского центра. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Да, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, я предлагаю сейчас немножко отдохнуть, пообщаться в такой неофициальной обстановке, задать интересующие вопросы и чайку